Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Авиакомпания «Туркменистан» своей непродуманной политикой толкает покупателей к конкурентам, и этим, похоже, ее руководители перехитрили самих себя. Чтобы заработать больше валюты, они внутри Туркменистана продают билеты только в одну сторону, вынуждая людей покупать за рубежом обратные, причем за доллары. Однако без обратного билета в некоторые страны невозможно получить визу. В итоге многие пассажиры выбирают альтернативных перевозчиков, у которых можно оформить билеты сразу в оба конца. Билетная политика туркменских авиалиний, которую определяет государственная служба Туркмен Хава Йоллары, одно из самых слабых мест гражданской авиации страны. Напомним, для многих международных поездок пассажиры вынуждены приобретать билеты в два захода. Так, из Ашхабада в Стамбул или Дубай можно улететь по купленному за манаты в местных авиакассах билету, а вот обратный нужно приобретать в Турции или Объединенных Арабских Эмиратах у местного представителя авиакомпании, но уже за доллары. Для людей это и дорого, и долго, и непредсказуемо. Но есть еще один важный момент. Обратный билет граждане Туркменистана должны предъявлять для получения визы. Если национальный перевозчик забронировать билет не дает, то куда человек пойдет? Правильно, к конкурентам. А у них проще купить билеты сразу в оба конца. Так что выручку и в манатах, и в долларах авиакомпания «Туркменские авиалинии» буквально отдает Fly Dubai, Turkish Airlines и другим зарубежным авиаперевозчикам. Откуда взялись ограничения на продажу билетов туда и обратно? Turkmen News уже пытался выяснить в большом расследовании авиационной отрасли. По одной из версий, это изобретение отдельных менеджеров, которые спекулируют на разнице курсов. Но весьма вероятно, что это просто план по валютной выручке. В любом случае часть проблемы – двойной курс валют. Официальный курс доллара в 3,5 маната мало кем используется и не имеет значения в международных операциях. Если в Туркменистане продать билетов на сумму 3,5 миллиона манатов, то в отчете можно записать выручку в 1 миллион долларов, но импортировать оборудование. Получить обслуживание в зарубежных аэропортах на эту сумму не выйдет. На счетах в международных, а не в туркменских банках, она резко сдуется. Продажа обратных билетов за рубежом, на первый взгляд, помогает пополнить долларовые счета. Но смотрите, улететь из Ашхабада в Стамбул стоит 7500 манатов. Тогда по официальному курсу билет Стамбул, Ашхабад нужно реализовать за 2143 доллара. Однако на деле он стоит примерно 385 долларов, как при обмене по реальному курсу. То есть можно было не строить запутанных схем, а продать обратный билет за те же 7500 манатов и обменять их на рынке. Конечно, билеты продаются еще и онлайн, однако сайт и приложение туркменских авиалиний – это муляжи. Основная масса билетов туда даже не попадает, их скупают для перепродажи коррупционеры отрасли. Например, из Дубая в Ашхабад на официальных ресурсах остались билеты на 10 и 31 декабря, но и их еще невозможно оплатить без регистрации, которая для новых пользователей в данный момент закрыта. Намного больше дат на рейсы туркменских авиалиний есть на зарубежных сайтах, к примеру, турецких Uçuza-билет и Eugün. Однако и агрегаторы помогут не всем. Для оплаты нужна одна из карт – Visa либо MasterCard, которые в Туркменистане есть мало у кого. На зарубежных рейсах в Туркменистан до половины мест занимают транзитные пассажиры. На их багаже бирки с городами, куда они последуют после Ашхабада – Бангкок, Дели, Пекин и другие. У них не возникнет проблем с покупкой билетов на международных агрегаторах за валюту. Тем временем собственных граждан страна как будто не ждет обратно домой. Все это на фоне многолетнего миграционного оттока и бума визовых посредников, которые по сути и существуют только для обхода бессмысленных ограничений, таких как ограничения на продажу билетов туркменских авиалиний. Подобная политика существует либо ради наживы отдельных лиц, либо из-за грубой некомпетентности. Но в итоге она не просто игнорирует коммерческие интересы ведомства, а тем более национальные. Она идет с этими интересами вразрез. У вас есть что рассказать? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность.
А если вам нравится наша работа, поддержите нас, становитесь нашим спонсором.